Булвар радиосының Олқыншы милли музыкаль премиясы. Пожалуй, самые открытые и самые народные способы волеизъявления. Сегодня референдумы по самообложению проходят в 844 поселениях Татарстана, в том числе и в селе Пестрецы. Здесь решают, куда направить свои кровные средства. В Пестрецах на строительство тротуаров, детской площадки или ремонт внутрипоселковых дорог. Да или нет? Референдум можно считать состоявшимся, если на него пришли не менее 50% жителей села. Решение будет считаться принятым, если половина из них проголосует «за». Для благоустройства села, нашей жизни, наверное, так, я понимаю. Если не секрет, вы проголосовали или секрет? Ну, могу. Да. 500 рублей не жалко? Нет, не жалко. Мне кажется, это как раз-таки та сумма, которую каждый человек способен отдать. Классический пример, когда жители, что называется, голосуют рублем. Им на месте виднее, где этот самый народный рубль нужнее. Дороги, мосты, особенно внутри поселений, задача первоочередная. Государство свою работу в этом году выполнило на отлично. Четырехполосная федеральная трасса М7 сделала населенные пункты Мамадышского и других районов ближе к Казани и к Челнам. Сельские дороги добавили в их жизнь дополнительный комфорт и удобство. Но остаются маленькие детали, штрихи, которые крайне важны. Ведь они могут или свести на нет все усилия дорожников и строителей, или дать дополнительный эффект. Щебеночные дороги, небольшие мосты и переходы, на которые у государства просто нет сил и денег в полном объеме, можно построить по программе самообложения. В этом случае село такое, например, как Максимов-Бочинок в Мамадышском районе, оживает на глазах. Народный мост приближает селян к новой счастливой жизни. На 1 рубль добавляется еще по 4 рубля, потому что на средства населения только столько мы не могли бы работать. На решение каких проблем идут средства населения по самообложению? В Татарстане статистика следующая. 51% всех собранных средств – это дорожные работы. 20% жители направляют на благоустройство территории поселения. 10% на водоснабжение. 8% на благоустройство и содержание кладбищ. 3,6% на строительство и обустройство спортивных и детских площадок. Поселок Аксубаево в этом плане пример показательный. Приоритеты районного центра немного отличаются от запросов сельчан. Конечно, часть средств направляется и на дороги, и на освещение, но с некоторых пор в Аксубаево, можно сказать, бум детских площадок. Вот такие вот детские площадки. Один из самых популярных объектов в Аксубаево, построенных по системе самообложения. В 2017 году таких площадок было построено 6 штук. В 2019 планируется построить их 3 штуки. И это очень выгодная схема вложения. Судите сами, стоимость такой площадки 800 тысяч. Из них 1/5 часть или 160 тысяч вкладывает население. Все остальное – это инвестиции государства. Детям есть где играть, чем вот бродить где-нибудь. Зато выходят, играют тут, и мы знаем, где они находятся. Народ видит, вечером гуляет, ходят, спасибо говорят многие. А вот жители сельских поселений пока верны традициям. Для них дороги и вопросы водоснабжения пока важнее остальных. И еще одна характерная деталь. На селе люди, как правило, более сплоченные в вопросах самообложения. Скажем, в Старокиязлинском сельском поселении Аксубаевского района собираемость по программе за все эти годы 100%. Сперва собираем сход граждан, люди высказывают свои мнения, а потом собираемся, определяемся сумму примерно, сколько как. У жителей Староузеевского сельского поселения по программе самообложения все также спланировано четко до деталей. Глава Надежда Айдова о финансовой грамоте обучена хорошо, как-никак раньше работала бухгалтером. Дает нам полный расклад по цифрам. За 4 года по программе самообложения удалось собрать более 4 миллионов рублей. Деньги пошли на строительство дорог, моста и другие нужды. Программа самообложения для нас это в деревне палочка-выручалочка. Действительно, потому что у нас
бюджет очень такой скудный. В этом году спасибо всем, спасибо Надежде Владимировне, построили мост. Ну, не для большегрузных, конечно, для легковых машин построили мост из труб. Добрый день, уважаемые лесницы. Разрешите вас поздравить с таким знаменитым днем, с вашим юбилеем. Несмотря на преклонный возраст, ветерану Великой Отечественной Елисею Тимирясову исполнилось 95, он обязательно пойдет на референдум по самообложению. Елисей Мурзич сохраняет поразительную ясность ума, всегда подтянут, активен и открыт для общения. Говорит, как не пойти, ведь это значит остаться в стороне от жизни. Да разве можно, когда эта жизнь дарит так много прекрасных эмоций? Удивительно. Я помню соломенную деревню Аксубаева. Особенно в последнее время Аксубаева очень в хорошую сторону изменилась. Стал поселком городского типа. Это одно, что сказать. Прекрасные здания, дороги улучшаются. На самом деле на каждый рубль собранного 4 рубля прибавляется. И все идет на благоустройство. Замечательно. Тимур Бекмурзин, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней. Күңел түренә яшерелгән хискә ирек бирсин сойлап алырга. Илһамланып җырмың ахәңенә канатланып балкып янырга. Канатландыра торган җырлар. Болгар радиосының 6-нчы милли музыкаль премиясе. 8 декабрь. Пирамида.